Народы, безусловно, были. Одним из таких героев, его зовут Саус Саурко, это главный герой нардского эпоса. Ведь на сегодняшний день адыги являются одним из 12 народов, то есть всего на планете Земля считается около 5000 народов живет, и только лишь 12 из них имеют свой эпос. Это говорит о древности народа. То бишь эпические предания, так же как у русского народа, былинные предания о богатырях, вот у адыгского народа былинные их предания о богатырях-нартах, так называемый нардский эпос. В принципе, в интернете можно найти на адыгском языке, то есть это весь нардский эпос, именно на их родном языке. И учитывая то, что как бы основным превалирующим населением Северного Кавказа были все-таки адыги, а остальные там ингуши, чеченцы, дагестанцы, они более обособленно жили, как-то вот они вот все же не так они жили более-менее едино или так обширно, как это было среди адыгов. Вот. Но учитывая то, что этот эпос очень древний, и адыги живут давно на Кавказе, то, соответственно, часть этого эпоса все-таки считают его своим и другие кавказские народы, и в том числе аланский народ. Но не аланский, а осетинский, если быть точным, потому что исторических аланов их уже не существует в природе вообще, да. А осетины сформировались путем, как я уже говорил, впустили когда-то алан в горы черкесское племя кабардинцев. Они между собой смешались, взяли генотип внешности, взяли полностью, через столетия проявился именно адыгский генотип, вот, а язык сохранился аланский. И частично сохранились верования аланские, ну и, в общем-то, смешение культуры тоже произошло, и, соответственно, аланы тоже считают, вот, осетины считают это также частью своего народа, частью своей истории, нардский эпос, но хотя он все-таки более, как говорится, считается адыгским. Ну, да. Вот, ну, и осетин это, в общем-то, слово адыгское, уасетин, это означает платящий дань. Это в переводе с... То есть подданный. Подданный, да, подданный. То есть так прямой перевод с адыгского языка. Подданный. Ясно. Вот так вот. Каковыми были первые